Что волнует сельчан? Какие проблемные темы затронули делегаты в своих докладах? Смотрите в одном из эфиров Пятого канала. А сейчас на другую тему. По итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством спорта Республики Коми, Инте была предоставлена субсидия на поддержку спортивной школы «Юность». Деньги пошли на укрепление материальной базы двух отделений. Благодаря выделенному финансированию в зале вольной борьбы уже появился новый борцовский ковер. Деньги в размере почти 270 тысяч рублей были выделены как из республиканского, так и из местного бюджетов. Они пошли на приобретение инвентаря для двух секций спортивной школы «Юность». Это вольная борьба и бокс. Эти секции были выбраны в связи с тем, что они в этих секциях воспитываются воспитанники, которые входят в составы сборных Республики Коми. Эти у нас секции вольной борьбы и бокса. Субсидия была предоставлена именно на этих условиях. В этом году нам удалось приобрести новый ковер для вольной борьбы. Благодаря республике выделили субсидию. Субсидия в рамках республиканского проекта «Спорт. Норма жизни», который в свою очередь входит в федеральную программу «Демография». И вот субсидия была выделена. В рамках этой субсидии порядка 270 тысяч рублей. Спортивная школа «Юность» приобрела ковер для борцов, а также будут приобретены, скоро уже поступят, это перчатки, еще обмундирование для бокса. То есть они тоже уже на днях придут. Новый бойцовский ковер для спортсменов секции «Вольная борьба» прибыл в Инту из Республики Татарстан. Он уже уложен и заменил собой старый. Тренировочный процесс спортсменов проходит уже на новом инвентаре. Покупка данного ковра была обусловлена износом старого, обращением родителей и тренера по вольной борьбе. Ковер соответствует стандартам, имеет соответствующую расцветку. Расцветка соответствует именно вольной борьбы. Здесь мы видим два ковра и разных расцветок. Это греко-римская и вольная борьба. На данный момент мы получили то, что должно соответствовать этой секции. Буквально на днях мы его уже уложили, мы очень довольны. Дети прям прибежали у меня в 4 часа, за 2 часа до тренировки старшие, помогали, все вместе укладывали с руководством Дворца спорта. То есть, вчера первую тренировку провели, все довольны, все счастливы, столько ждали. В июне спортивной школе «Юность» было передано новое помещение – здание бывшей вечерней школы. В нем теперь занимаются интинские борцы и самбисты. Тренеры, воспитанники и их родители очень довольны переездом из старого помещения – спортивного зала бывшей шахты Капитальной в новое. Здесь и условия лучше, и добираться ребятам намного ближе, ведь школа находится в старой части города. В данную секцию у меня ходят двое моих сыновей, старший и младший, 10 класс и 7 класс. Ходят уже на протяжении 5 лет. Выбрали сами данное направление спорта, и им очень нравится. Сначала мы ходили в зал, который на Капитальной, вот сейчас продолжаем ходить в зал, который администрация выделила здесь, школа номер 1. Безусловно, после переезда с Капитальной здесь стало гораздо лучше. Дети могут добираться сюда самостоятельно, нам приходилось на Капитальную их возить. Здесь гораздо теплее, уютнее, оборудование зала комфортное, раздевалки, то есть все для детей. Сейчас пришел новый ковер, чему мы искренне рады и благодарны администрации и руководству школы «Юность». И как вы видите, здесь тепло и уютно. В секции вольной борьбы 2 наставника – Владимир Каплунов и Сергей Худи. Сюда ходят заниматься достаточно много ребят. Большинство из них тренируются с раннего возраста. Здесь воспитываются победители соревнований различных уровней, мастера спорта и настоящие борцы. На сегодняшний день на секцию ходит около 70 спортсменов. То есть результат у нас, я сказал бы, неплохой. То есть 6 человек входит в состав сборной Республики Коми. Есть победители первенства Северо-Западного федерального округа, победители первенства Республики Коми, и призеры всероссийских республиканских турниров по разным возрастам. Секция вольной борьбы у нас популярна. Дети идут и выступают на региональном уровне и занимают призовые места. Желающие есть. Поэтому мы перевели в этом году с одного спортзала в другой, в более уютный. И считаю, что сделали правильно. Поэтому делаем все для детей, чтобы дети приходили, занимались и добивались хороших результатов.
Помимо борцовского ковра был также приобретен инвентарь для секции бокса, боксерские перчатки, груши и тренерская экипировка.